Это «Казах Ньюс недели», в студии Асылбек Абдулов. Здравствуйте. Вместе с журналистами телеканала ТАН мы подведем итоги минувшей недели и поговорим о ее особенностях, тенденциях и лицах. Сегодня в выпуске. Памяти музыканта Батырхана Шукенова. Инаугурация президента Нурсултана Назарбаева. Катастрофы минувшей недели. Обзор экономических событий. Вступление Кыргызстана в ЕАЭС откладывается. Комментарий экономиста Алмаса Чукина. Скорбное событие недели. 28 апреля в Москве умер музыкант Батырхан Шукенов, бывший солист ансамбля «Арай», ставший затем группой «А-студио». Причиной смерти 52-летнего певца стал инфаркт. Музыканту стало плохо, когда он находился в своей московской квартире. Вызвали скорую помощь, но врачам спасти Батырхана не удалось. Батыр, как его все называли, именно с ударением на первом слоге, это, безусловно, главный казахстанский певец и музыкант. Эталон, на который равнялись, камертон, на который настраивались, и метроном, по которому держали творческий ритм. С годами станет ясно, что он был солистом великой для нас группы. Дальше легенда. На следующий день после смерти артиста жители многих казахстанских городов – Алматы, Астаны, Караганды, его родной Кызылорды – собрались вместе на площадях и скверах. Они вспоминали, плакали и пели за Батыра. Народный хор скорбел по своему народному артисту. Он очень интеллигентен, он очень человечен, чувствуется натура в нем очень добрая. Поэтому мы скорбим и возложили цветы. Мы хотим такой своеобразный флешмоб сделать, может там куплетик какой-то песни спеть, допустим, «Белая река», и разместить это в Ютубе, чтобы люди во всем мире поняли, что для нас это как бы событие очень трагическое, и мы хотим выразить свои чувства каким-то таким, не каждый там сидя у себя дома, а именно объединиться и выразить свои чувства. И сквозь хмурое небо задумчивый кто-то глядит на меня, В серых каплях дождя все пустое прольем, чисто вымытый день за прозрачным стеклом. 1 мая с Батырханом Шукеновым пришли проститься его родственники, друзья, коллеги и тысячи алматинцев. Успел прилететь из США его 13-летний сын Максут. Мама Батырхана, живущая в Кызылорде, дала согласие на погребение сына в Алматы, сказав, там его друзья. Панихида прошла в филармонии имени Джамбыла. Он так берег сердце своей мамы всю жизнь, а свое не смог сберечь. Даже его уход... Он настолько объединил всех нас. Мы всем жалуемся на жизнь, что она такая, но вот как-то вот этим своим уходом он нас смог объединить. Мы почувствовали, все, кто всегда был рядом с ним, насколько у него большое сердце. Мы провожаем настоящего героя своей страны, который прославлял ее далеко за ее пределами. И сегодня огромное количество людей, друзей и артистов, скорбит далеко за пределами Казахстана. Светлая память тебе, Батыр. Мы тебя никогда не забудем. Знаете, на самом деле, все эти звания, все эти регалии, бумажки, это же формальность. Вот посмотрите, вот что происходит. Вот это народная любовь. Он настоящий, народный, по-настоящему артист. А все остальное действительно формальности. Сейчас, вот прямо сейчас, это значения никакого не имеет. Потому что народ сейчас бьется за то, что ему присудили посмертно. Зачем? Для чего? По-моему, доказательство тому, что люди здесь сколько дней подряд уже стоят. По-моему, лучшего доказательства нет тому, что он единственный, настоящий, народный артист. Я думаю, будет правильно, если 18 мая, в день его рождения, мы проведем вечер памяти, концерт из его произведений во дворце Ленина.
Алматинцы предлагают установить памятник Батырхану Шукенову и начинают сбор подписей. Живописцы окунули свои кисти и пишут образ народного артиста. Это все, что останется здесь после него. Образ, голос, песни, память, легенда. Удачи вам, счастья, всего самого доброго. Ваш Батыр. В воскресенье президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был переизбран на очередной 5-летний срок. Реальных оппонентов у него не было. В Центре избиркома сообщили, что за него на досрочных выборах отдано 97,7% голосов, что превысило его предыдущий результат 2011 года чуть меньше 96%. Два других кандидата, член коммунистической партии, о котором мало что известно, и столь же малоизвестный профсоюзный функционер, получили не более 1% каждый. О триумфе Елбасы материал Булата Абелкасимова из Астаны. Влияние интернета, влияние информационного пространства, которые посылают западные страны, и в том числе спецслужбы Соединенных Штатов Америки, это действительно пагубно влияет на молодежь. Шпионские страсти в разговоре о казахстанской политике. Такого, отправляясь на интервью с руководителем Коммунистической народной партии Казахстана, не ожидал никто. Но сюжет этого триллера оказался весьма многообещающим. Жамбыл Ахмедбеков приоткрыл завесу секретности и поведал, чем грозят стране происки ЦРУ. Мы, насколько смогли преподнести и главе государства и правительству о том, что именно вот эти западные ценности, они пагубно будут влиять. А если это влияние окажется как результативное, тогда вот эти программы, которые озвучивает и глава государства, и программа, которую предпринимает правительство, они уже сойдут на ноль. Борьба коммунистов с западным злом, как оказалось, все еще кипит, по крайней мере, в КНПК. А главным орудием в этой неравной битве стал теперь уже экс-кандидат в президенты Тургун Сыздыков. Тургун Сыздыков, он для нас оказался наиболее подходящим в этом плане для того, чтобы именно вот эту вот программу, именно неприемлемость западных ценностей, вот это преподнести для населения. Правда, столичные жители об этой грандиозной битве за их души, не тронутые тленом западной чумы, увы, не в курсе. Из всех опрошенных нами астанчан о Тургуне Сыздыкове и его предвыборной платформе знали только 2 человека. Знаю только Сыздыкова, вот только фамилию знаю, если честно, а остальных не знаю. За Назарбаева. А помимо него каких кандидатов знаете? Никого не знаем. Вот о предвыборной программе вот Тургун Сыздыкова что-нибудь известно вам? Если честно, даже не интересовался. Впрочем, в КНПК уверены, задача, поставленная партией на прошедших выборах, донести до казахстанцев идеи коммунизма, выполнена. И нечеловеческие усилия Тургуна Сыздыкова на этом фронте обещают вознаградить должным образом. Деятельность и его работа бесследно не останется. Мы в партии это ценим, оцениваем. В скором времени у нас будет пленум внеочередной, где мы подведем итоги, где были неурядицы, недостатки, где были промахи. Все это мы определим и составим мероприятие, над которым будем заниматься дальше. А Тургун Сыздыков, он как секретарь Центрального комитета нашей партии, он будет и дальше работать. Если он, конечно, мы знаем, что по закону о выборах скоро уже в следующем году должны состояться парламентские выборы. И в этом он будет участвовать. Безусловно, его работа
будет достойно оценено. Кстати, коммунистам по сравнению с выборами 2011 года удалось получить большее количество голосов на 0,25%. За подобную популярность кандидатов стало неудобно даже победителю. Нурсултану Назарбаеву пришлось едва ли не оправдываться за выбор народа. Вот сейчас встречался перед вами, задержался с наблюдателями, конгрессменами, депутатами со многих стран. Они тоже подчеркивали хорошие. Я сказал, я извиняюсь, что для супердемократических государств эти цифры неприемлемы. 95% участия, 97,5% за меня, но я ничего не мог сделать. Если бы я вмешался, я бы был недемократичным, правильно? Поэтому это будут говорить, но все равно вы были со мной. Кстати, наблюдатели от ОБСЕ по давней привычке не преминули заявить о некоторых нарушениях, имевших место во время выборов. Неизвестно, стало ли это причиной или возымели свое гневные отповеди коммунистов. Но на пресс-конференции по итогам голосования президент, говоря о многовекторности политики Казахстана и перечисляя основных партнеров, едва не забыл о тяжеловесии на мировой арене. Эту политику мы не собираемся менять. Спасибо. Қазақ тілді журналистеріне сөз берсек. И с Соединенными Штатами Америки у нас добрые отношения, мы ее продолжим, безусловно. На востоке с Китайской, Корейской Народной Республикой отношения хорошие, мы их будем продолжать. Впрочем, уже через 2 дня президент вернул подданных Обамы в тройку лучших друзей Казахстана. Мы продолжим сотрудничество с нашими стратегическими партнерами, с Россией, Китайской Народной Республикой, Соединенными Штатами Америки, странами Европейского Союза, исламского мира. Расставив акценты в многовекторной политике, Нурсултан Назарбаев принес присягу народу Казахстана. Казахстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының конституция мен заңдарын қатаң орындауға, азаматтардың құқықтары мен бостандығына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасының өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін. Правда, на этом политические страсти не угасли. Впереди еще парламентские выборы. И уже звучат предложения не откладывать это не менее грандиозное мероприятие в долгий ящик. Коль мы уже перенесли президентский досрочно, надо парламентский тоже провести. И сейчас спокойно уходить на реформизм, на новые там... Да. То есть мы определили не только стратегию, но и тактику действий. Если сейчас мы пойдем и будем растягивать на целый год еще удовольствие парламентских выборов, отвлекать внимание всего народа на это дело, я считаю, это, во-первых, контрпродуктивно, во-вторых, это ничего не даст, потому что никто ничего нового не скажет. При этом Гани Касымов, не пожелавший выставлять свою кандидатуру на выборах в президенты, похоже, вовсе не против потягаться за кресло мажилисмена. По крайней мере, патриот уже сейчас говорит о том, что у всех партий должны быть определенные квоты в парламенте во избежание монополии одной организации. Булат Абелкасимов, Ахмедиар Дулатова, Виктор Гудь, Казакньюз, итоги, Астана. Последние электоральные недели изобиловали катастрофами. Рушились мосты и горели торговые центры. О причинах и последствиях обзор Ярославы Шерешевой. В Алматы рухнул 100-метровый мост строящейся развязки. Трагедия произошла около полудня, когда строители заливали бетон. Опорные конструкции не выдержали веса смеси и обрушились вместе с рабочими. На объекте работали 52 человека. 11 из них по-прежнему находятся в больнице. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. А мужчину, на которого рухнули груды арматуры и железобетона, спасти не удалось. 11 человек госпитализированы. Один из них с переломом позвоночника, поясничного отдела позвоночника, госпитализирован в травматологическое отделение, 10 с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга. Строительством развязки, которое началось в 2014 году, занималась компания «Базис». После случившегося рекламные флаги с их логотипом, которые развивались в окрестностях, поспешно стали снимать. Ясно одно, что компания понесла колоссальные материальные убытки, не говоря уже о пошатнувшейся репутации. Сразу 2 уголовных дела завели по факту обрушения моста. По каким именно статьям, в Департаменте внутренних дел пока не уточнили. Но уже ясно, что одно из них – нарушение техники безопасности, повлекшее смерть человека. Между тем, как сообщают в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, пока причины случившегося все еще устанавливаются. Комиссия работает, дополнительно будет все сказано.
после завершения работы комиссии. Еще одно ЧП произошло на этой неделе. Пожар в одном из крупнейших торговых домов Алматы-Адем обошелся, к счастью, без человеческих жертв, но стал бедой для многих предпринимателей, чей товар сгорел. Площадь пожара составила 25 тысяч квадратных метров. Понесшие убытки отчаявшиеся люди были в недоумении, почему приехавшие сотрудники ЧС долго не тушили пожар. С 8:30 и до 5 утра они не могли потушить. Я съездила домой на 20 минут и приехала опять. Приезжаю, он еще горит, пожалуйста. И все стоят руки в брюки. А потому что это не ихнее добро, это наше добро. Мы его нажили. Но главным вопросом все же оставалось другое. Скажите его честно, откровенно. Если вы Эдем восстановите, наши же места, нам же, за нами будут держаться? Я вам сейчас ничего не могу сказать. Не услышав ничего вразумительного от чиновников и владельцев торгового центра, предприниматели уже стали сомневаться, что им помогут в сложившейся ситуации. Да никто толком не будет компенсировать, это наша страна. Вы сколько раз уже по телевизору это все мы видели. Нам хотя бы просто, чтобы места нам те же отдали и все, с ремонтом. Вы согласны? После долгих дискуссий, обессилевшие после горячей ночи в буквальном смысле торговцы потребовали объяснения от чиновников. Сейчас будет создан штаб, который будет совместно с вами работать. Вы все должны, если вина рынка будет доказана следствием, то возмещать будет рынок. Вы все должны сейчас в настоящее время написать заявление ДВД города Алматы или районное управление внутренних дел города Алматы. После этого ваше заявление будет рассматриваться. Если вина кого-то будет доказана, то возмещение будет производить та сторона. Вам будет оказана помощь. Штаб по сбору документов все-таки создали. Выстроившись в огромные очереди, предприниматели с многомиллионными убытками надеялись получить компенсацию за сгоревший товар. В течение получаса не можем пригласить администрацию для того, чтобы прояснить ситуацию. Что эти люди дальше будут делать? Мы, как общественники, пришли ясность в этом вопросе поставить, потому что многие в панике находятся. Многие уже готовы на неадекватные действия. Руководство торгового дома под натиском толпы все-таки дало обещание, что торговый дом «Адем» восстановит в течение года, а бутики вернут прежним арендаторам. Однако уточнили, убытки восстановим, если докажете свое причастие к торговым точкам. Я собственник, на такую-то сумму денег потерял, сгорело его имущество, бутик. И на какую сумму сгорел товар. И по мере возможности, желательно, потому что это все должно быть законно, предоставляет накладные. Понимаете, счет фактуры. Если нету счет фактур, хорошо, если нету счет фактур, еще раз повторяю, все равно пишите количество, сумму своего потерянного товара. Предприниматели, чьи документы сгорели вместе с бутиками, переживают, поверят ли им на слово. После пожара ничего не осталось, все сгорело. Накладные, которые нужно предоставить, и они ушли. Говорят, если не предъявите эти документы, то никакой компенсации не будет. Говорят, что нам тут новые места дадут. Но что мы будем на них продавать? Денег ведь нет. Чтобы хоть как-то помочь тем, кто после пожара потерял свой бизнес, к проблеме подключилась Национальная палата предпринимателей. Вот эти вот заявления у нас сейчас вот в урну все закидывают. Мы эти все заявления будем индивидуально рассматривать. И что будете делать? Предпринимать все возможные шаги по оказанию помощи всем предпринимателям, которые пострадали. В этой связи это бланк вот заявления. Прошу оказать содействие, где предприниматели указывают все свои проблемы, вот, связанные вот с этим инцидентом. Администрация торгового дома «Адем» пообещали отстроить летние павильоны в течение нескольких дней. Кроме того, собственники сгоревших бутиков будут работать на этих местах бесплатно. В свою очередь, предприниматели надеются, что и поставщики пойдут им навстречу и согласятся работать на условиях консигнации. Ярослава Шерешева, Юрий Проводин, Серик Каржубаев, Сержант Жиренбаев, Казак Ньюс. Неделя. На своей первой же пресс-конференции после выборов Назарбаев рассказал о судьбе национальной валюты, заявив, что плавающий курс тенге в Казахстане будет установлен не раньше, чем через 5 лет. То есть девальвации, которую ожидали все после выборов, не будет. В прошлом году внезапная девальвация тенге на 19% за один день имела шоковый эффект. Международные рейтинговые агентства в начале апреля не исключали вероятной девальвации тенге до 45% после досрочных президентских выборов. Продолжение темы – обзор экономических событий недели Салтанат Абдрахмановой.
С начала 2015 года продажи казахстанских автомобилей упали почти втрое. Об этом сообщает Ассоциация автобизнеса Казахстана. Результат продаж отечественных автомобилей – 2681 единица против 7114 единиц в 2014 году. Спад продаж отечественных автомобилей объясняется ожиданиями населения программы льготного кредитования, которая стартовала 20 апреля текущего года. В целом, объем продаж новых автомобилей, проданных в Казахстан по итогам первого квартала, упал на 27,27%. Доля импорта российских автомобилей выросла на 15,9% по сравнению с прошлым годом. Согласно анализу, существенно упали продажи автомобилей ГАЗ. Максимальный количественный рост среди автомобилей российского производства показывают автомобили Volkswagen. Третье место после отечественных автомобилей по итогам продаж занимают автомобили японского производства с 7% долей рынка. Импорт из Турции в основном представляют автомобили Toyota Corolla. Сейчас время анализа идет. Там много плюсов, много минусов. Мы видим, что Казахстан оказался не готов к равной борьбе, или не борьбе, а к равной конкуренции с Российской Федерацией. Российская Федерация оказалась вооружена лучше и технически, и бюрократически. Мы видим, что иногда, может быть, это не относится к российскому народу или к российскому даже руководству политическому, но российские переговорщики ставят очень жесткие условия для того, по техрегламенту, техрегулированию, различным тех условиям, по которым казахстанская продукция не может пройти на территорию Российской Федерации. Наша же страна очень толерантна, и мы видим, что российская продукция присутствует повсеместно. Буквально в прошлом году было сюда завезено больше 100 тысяч автомобилей российского производства. Это автомобили разных брендов, в том числе и иностранных, но которые собираются на территории Российской Федерации. Я все-таки думаю, что нам, как стране, нужно занять более жесткую позицию, лоббировать, быть патриотами по отношению к казахстанской продукции, любым способом протекционистскими, любыми способами экспортировать казахстанскую продукцию в Российскую Федерацию. Мы сейчас ведем такие переговоры, и нам даже удается договориться с Hyundai по коммерческой технике перенести производство из России в Казахстан. То есть мы конкуренцию с Российской Федерацией за инвесторов, за бренды. Потому что в таможенном союзе очень важно, где будет география сборки, например, те же автомобили в России или в Казахстане. Мы должны создать наилучший инвестиционный климат. И в то же время я понимаю, что без интеграции с той же Российской Федерацией нам тяжело Казахстану будет продвигаться, потому что весь мир глобализирован, нам нужен большой рынок, нам нужен полигон, где мы можем отрабатывать свою продукцию. И у нас впереди еще больше вызовы, это ВТО. У нас еще есть южный сосед, Китайская Народная Республика. Поэтому это жизнь, это диалектика. Казахстан за короткое время проходит быстрый эволюционный путь из Советского Союза, капитализм. И тут же мы выходим в большой рынок, и мы были всегда сырьевым придатком. И правительство проводит индустриализацию, диверсификацию экономики. Это не может не дать результаты, потому что очень много денег сейчас направляется на создание различных проектов. В то же время нам нужен какой-то период для того, чтобы мы стали на ноги. В общем, неоднозначное отношение к Евразийскому Союзу, понимаю, что это нужно, но я бы ратовал, чтобы правительство, чиновники, предприниматели были патриотами, были лоббистами, не было фобий, не было страха, чтобы мы рвались на соседние рынки, потому что нету пути назад, нету другого варианта развития событий. В Казахстане разыгрывается битва между двумя лидирующими шведскими операторами связи. И в этой битве, которая особенно обострилась в этом году, Теле2 потихоньку приближается к лидеру рынка. Telia Sonera и ее местной дочке компании KSL. Теле2 увеличила число пользователей в Казахстане в первом квартале этого года на 428 тысяч, тогда как KSL потеряла 363 тысячи. У крупнейшего мобильного оператора Казахстана KSL к концу квартала было 10,8 миллионов абонентов, а у номера 3 на местном рынке Теле2 3,7 миллиона. Теле2 пришла в Казахстан через покупку активов в 2010 году. Telia Sonera аккумулировал активы, которыми обладали в этом регионе шведская Telia и финская Sonera, объединившиеся в 2002 году. Выручки за квартал Казахстан обеспечил 6% в группе Теле2 и 7% Telia Sonera.
конкуренция на рынке, да, растет. Там мы видим, да, борьбу с тем же Алтелом, с тем же Теле2, то есть такая достаточно агрессивная конкуренция. В основном, да, конкуренция, она такая ценовая, и, соответственно, какое-то давление на тарифы идет, ну и, как следствие, давление на доходы Киселла. Плюс, опять же, да, там борьба с Алтелом, с Теле2 там приводит к тому, что, в частности, в первом квартале у Киселла был такой достаточно, ну, серьезный отток абонентов. Поэтому в этих условиях как бы инвесторы уже с опаской там смотрят на будущее, на перспективы компании. Киселл же он лидером был рынка, и, соответственно, именно у лидера рынка, да, сейчас в данный момент и отщипывают вот эту долю, да, поэтому и такая ситуация наблюдается. Ну и плюс вот это само снижение тарифов в целом по рынку, да, оно как бы давит на доходы. Привычка же там, оно проблематично в плане того, что ты, если сейчас, да, переходишь на другого оператора, то номер он меняется. Ладно, там потенциально можно сохранить большую его часть, да, но первый индекс, он однозначно меняется. И в этом плане там возникают вот эти проблемы, в плане того, что ты должен оповестить всю свою контактную там книгу о том, что вот у меня новый номер и все такое. Поэтому и высока вероятность, что именно у Киселла, да, он на данный момент, у него самая большая абонентская база, поэтому и высока вероятность, что именно у него будет такой более сильный отток абонентов. Теперь о том, как казахстанские предприятия работают в непростых экономических условиях. Комментарий руководителя компании «Технодом» Эдуарда Кима. Мы относимся к ситуации, что происходит сейчас в экономике. Она не глобальная, сейчас есть проблема. Это связано в первую очередь с ситуацией в России. Вот. Это более политизированно, вот, такой кризис. Вот. Поэтому мы рассматриваем его очень так философски, в принципе, спокойно, потому что на протяжении определенного времени мы уже не один кризис проходили, там сложности в экономике были. Вот. Поэтому мы готовы к таким вызовам, и мы очень спокойно к этому относимся. Мы нигде не говорим, что там, у нас там все плохо, что вот нам надо что-то помогать, там, государство не просим ни о чем. Вот. Мы считаем, что в любой ситуации, будь она будет хорошая экономическая, когда подъем или спад, допустим, да, надо более эффективно работать. Это самое главное, допустим, да, вот, качественно. Поэтому мы сфокусированы на этом. Вот. И у нас довольно неплохо получается. И я считаю, что если говорить о показателях наших, то мы стараемся удержать наши показатели прошлого года. И у нас это получается. Мы потеряли порядка, может быть, там продаж за прошлый год, за то, что вот рубль девальвировал. Ну, может быть, там порядка 10 миллионов долларов продаж потеряли, допустим, потому что наши покупатели в приграничных зонах, там, в городах наших, они ездили в Россию покупать. Но это же временное явление. Я не считаю, что это надо что-то там просить господдержку, там, что-то еще, допустим. Надо просто эффективно работать, понимаете? Вот. Очень важны финансовые показатели для компании. Эффективность, производительность, вот. Создание очень конкурентоспособной команды, вот, слаженной. Человеческий капитал. Это самое главное же, это для компании, это, как вы говорите, человеческий капитал. Да. Но надо на этом фокусироваться и работать в этом направлении. Вот. И не бояться, что там происходит там у соседей. Ничего страшного, это временно. Я думаю, что у нас очень хорошие там перспективы, в принципе. Любая экономика, она развивается в какой-то спирали, и, в принципе, невозможно, чтобы было всегда хорошо. Надо всегда себя готовить. Это как бы такая встряска всем нужна, понимаете? Вот. Так что я очень позитивно смотрю. Все будет хорошо. Вот. Пусть никто не волнуется. Переживем. Ничего страшного. Все будет отлично. Министерство экономики Кыргызстана заявило о задержке вступления страны в Евразийское экономическое сообщество. Стороны могут не успеть ратифицировать к 8 мая договор о присоединении Кыргызстана к договору о ЕАЭС и протоколу к нему. Соответственно, изменятся и сроки принятия решения о снятии таможенного контроля на кыргызско-казахстанском участке границы. Салтанат Абдрахманова для программы «Казахньюс. Неделя». Кыргызстан откладывает свое вступление в ЕАЭС. Такое заявление было сделано по итогам прошедшего в Москве заседания Совета Евразийской экономической комиссии на уровне вице-премьеров. И это вступление возможно только с учетом национальных интересов страны. В частности, Бишкек настаивает на том, чтобы льготы по уплате ввозных таможенных пошлин действовали в отношении товаров,
которые будут завозиться для реализации инфраструктурных проектов по соглашению между правительством Кыргызстана и правительством Китая. Также Кыргызстан при равноправном участии в ЕАЭС претендует на признание системы ветеринарного надзора без дополнительных процедур аудита. О перспективах нашего соседа в рамках Евразийского экономического союза и особенностях национальной экономики комментарий экономиста Алмаса Чукина. Я рад представить вам моего собеседника, экономиста Алмаза Чукина. Тема нашей беседы – вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз, оценка этого события и прогнозы на будущее. Но вначале, пожалуйста, кратко о себе, что вас связывает с Кыргызстаном, чтобы телезрителям было понятно. У меня связь с обоими государствами, потому что отец у меня из Киргизии, мама у меня из Алматы. Поэтому я половину своей профессиональной жизни провел в Киргизии, с 1997 года переехал сюда и, в общем-то, работаю с тех пор здесь, в Алмате уже. Ваше образование экономист, вы закончили МГУ? Я закончил МГУ, политэкономию. Я шутку иногда говорю, что я остаюсь динозавром, что марксистские политэкономы сейчас уже не готовят их больше. Ну, тем ценнее, наверное, вы как кадр. Да. Алмаз, ну как вы оцениваете вступление родного вам Кыргызстана в Евразийский экономический союз, который вот ожидается 8 мая, но вроде будет даже перенос сроков? В целом, я считаю, это очень позитивная вещь. Давно надо было это сделать, но, в принципе, это сделали достаточно быстро в итоге, когда приняли прошлой весной, в общем-то, когда принципиальное решение было принято. Потому что эта граница таможенная, которая появилась несколько лет назад, то все, наверное, ее пересекали. Она, в общем-то, стала барьером между двумя самыми, в общем-то, действительно близкими народами, какие между собой есть казахи и кыргызы. И она стала тормозом как для экономики Кыргызстана, так, в общем-то, и сдерживала развитие казахской экономики в Киргизии. Я думаю, ближайшим двум соседям эта граница экономически совершенно ни к чему, и логично, что все объединяются в одно экономическое пространство. И как вы оцените перспективы такого расширенного Евразийского союза с участием Кыргызстана? Ну, Кыргызстан маленький, там сильно не изменит, конечно, баланс сил в регионе. Но я думаю, оно будет очень логично, потому что есть взаимодополняющие вещи. Вот, допустим, говорят, что Казахстан от этого? Ну, допустим, ключевая там, продовольственная вещь там можно решать. То есть не секрет, что зелень там, и все, что на столе можно делать. То есть оно легче притащить из Киргизии, чем пытаться под Семипалатинском развивать это все. Да? В то же самое время в Киргизии очень популярны там казахстанская мука, фабрика Рахат, другие вещи, которые производятся здесь. Тут улица с двухсторонним движением. Ну и плюс Казахстан более мощная экономическая держава. Там металл, и нефть, прочее. А Кыргызстан за эти годы, в общем-то, стал специализироваться на сервисной экономике. То есть экспорт, импорт, бытовые услуги, другие вещи. Даже вот не секрет, даже сейчас я удивляюсь, что автолюбители из Алматы ездят ремонтировать машину в Бишкек уже в 2 раза дешевле. То есть заодно можно в выходные и машину починить, и передохнуть, и назад едут. То есть такого рода вещи, они, в общем-то, каждый должен заниматься, что у него лучше получается. А как, допустим, вы думаете, в Кыргызстане будут относиться к идее вот введения единой валюты для стран ЕАЭС? Не, я думаю, это абсолютно преждевременная идея. Нам бы тут... У нас проблемы первые, мы еще со свободной торговлей никак не можем привыкнуть, потому что возникают проблемы, когда, допустим, дешевые российские товары начинают вытеснять местные товары. Там уже проблема. Тут иногда надо терпеть, иногда надо находить, наверное, какие-то решения, но это уже проблема, потому что людям надо понимать, что нельзя только брать, надо и отдавать. То есть ты выигрываешь в чем-то проигрываешь, и это надо терпеть. Но после этого в Евразийском экономическом союзе там не только товары, там свободное передвижение рабочей силы. Как отнесутся, допустим, в России или там, в том же Казахстане, допустим, что теперь там, трудящиеся из Казахстана, допустим, не нуждаются в массе разрешительных документов, имеют равные права работать здесь. Это тоже морально, психологически, чисто там по-соседски, по-всякому к этому надо привыкать. И это сложные вещи. А до единой валюты, я думаю, это пока мы с этим еще лет 5 будем, я думаю, с взаимными претензиями, упреками жить, не все гладко тут будет.
Алмаз, а в чем все-таки вот особенность экономики Кыргызстана? Вот помимо того, что у него нет такой сырьевой направленности, следовательно, голландские болезни ей не грозят, но зато она имеет как бы все шансы развиваться в полноценном виде, неограниченной именно торговлей сырьем. Я думаю, в хорошем смысле слова, если можно чуть пошутить, в кыргызском языке рыночная экономика – это базар экономикс. Вот когда в 90-е годы рухнула советская экономика, в общем-то, людям выживать оставался только базар. Дурдой, да, вы имеете в виду? Ну, и дурдой в том числе, но, в общем, все пошли торговать, в общем, кто чем мог вообще. И что получилось достаточно удачно, наверное, вот эта либеральная экономическая политика Акаева, открытые границы, киргизы научились торговать. И благодаря тому, что конкуренции особо не было вот из Центральной Азии на этих рынках, то есть от Владивостока до Калининграда, в общем-то, они освоили все базары, они знали и торговлю, и маркетинг, и вслед за этим потянулся и Дордой, про который вы говорите. Вслед за этим пошли товары. То есть выстроена вся цепочка от Китая, откуда угодно, через Бишкек и на все основные центры. Это, в общем-то, уже трудно догнать, трудно этому опыту научиться. И, в общем-то, там, за границей, скажем, Кыргызстана, уже появились тоже не бедные люди, которые уже сумели, они уже не просто сидят там в контейнере, они уже владеют десятками, кто-то владеет базарами. Там, я знаю пару ребят, которые уже на Рублевке живут там, в Москве. То есть эта эволюция за 10-15 лет прошла, и, наверное, это основная вещь. А вторая интересная вещь, которая вот потянула за собой, это швейная промышленность. Вы везете футболки из Китая, привезли, приехал там КамАЗ из Москвы, забрал. Потом тебе звонят из Москвы и говорят: слушай, вот желтые продаются, а синие не продаются. Пришли мне еще желтых, хотя их нет уже. Звонить в Китай, пока привезут, пока закажешь, 1,5 месяца, а рынок к сезону уходит. А давай-ка мы здесь. Модель есть, ткани есть. Вслед за этим возник спрос на ткани. Помимо Дордоя есть еще Мадина в Бишкеке. Это огромный рынок чисто тканей и аксессуаров. По разным оценкам, вот до того, как случился этот кризис, 60-80 тысяч человек швей в Бишкеке работало. То есть в каждом подвале, в каждом гараже, везде были швейные цеха. То есть привозились модели, и уже под заказ, зная спрос, шло уже ускоренное производство, то есть ближе к рынку работать. И вот это, я считаю, и есть, когда людям не мешают, просто дают сами выживать, вот вам рынок, вот вам свобода. То есть дайте только свободу, не мешайте, и все. И все вот оно само по себе получилось. Если людей в покое оставить, то они занимаются капитализмом, да? Ну да, я верю, что государство же ничего не создает. Государство забирает в виде налогов у тех, кто создает, и перераспределяет, куда оно считает нужным. И это не очень всегда продуктивно. А создают-то люди все равно. Это человеческая инициатива, рынок, капитал, там каждый малый предприниматель что-то придумывает. Еще одним таким символом кыргызской экономики является вот месторождение золота Кумкор. Многострадальное в основном. Что сейчас переживает это месторождение? Почему никак не удается найти общий язык правительству с иностранными инвесторами? Я считаю, здесь общая проблема в мире. В мире есть понятие такой ресурсный национализм. Вот там, здесь, допустим, я часто слышу, почему у нас полно нефти, а почему у нас бензин такой дорогой, да? Я говорю, бесплатно начать разводить? Я говорю, а уголь тоже в Казахстане, уголь тоже будет бесплатно? Нет, говорит, уголь добывать тяжелый. А нефть тоже, в общем, ее трудно добывать, просто так. То же самое и в Кыргызстане из-за вот этого золота. Всем кажется, золото, вот, дай мне золото, да. Но золото, оно лежит глубоко в земле, и его всего там 2-3 грамма на тонну. Как еще Маяковский говорил, надо сколько руды перебрать, чтобы получить это золото. Это крупнейшее предприятие в Кыргызстане. Каждый раз начинается любая политическая проблема в Кыргызстане, начинает обсуждать, что делать с Комтором. Он мало дает бюджет или он много дает бюджет. Акаев подписал с ними соглашение в 90-е годы. В 2003 году, незадолго перед уходом, пересмотрели генеральное соглашение с Комтором. В 2009 году при Бакиеве опять пересмотрели. И вот сразу после революции 2010 года опять давайте пересматривать условия с Комтором, с компанией Центера. На мой взгляд, это принесло большой вред стране. Вот сейчас ушел премьер, 4-й по счету, или 5-й, как считать.
если считать Розу Атунбаеву, что тоже была примером какое-то время, значит, 5-й, уже сейчас будет 6-й на этой неделе пример за 5 лет. И он не смог ничего сделать, потому что популистские голоса в парламенте, давай у них то заберем, давай их так заставим делать, давай всяк, а те тоже отказались, сказали, нет, ребят, так мы не договаривались. И в результате произошел тупик между крупнейшим иностранным инвестором и политической там составляющей, в общем-то, которого. Ну, это что, свидетельство того, что инвестиционный климат в стране, да, сейчас не очень хороший? Ну, на данный момент инвестиционный климат не в целом, а вот именно в области горной промышленности он довольно сильно подпорчен. Я боюсь говорить, насколько там и когда он восстановится. Но я одно точно знаю, что на любой горный проект нужно минимум 3 года для того, чтобы вообще шаг сделать. Потому что сначала инвестор принюхивается к стране, присматривается, потом он изучает информацию. Потом он какое-то предварительное соглашение подписывает, ходит по банкам и разговаривает. И только тогда, вот на 3-й год он приходит, подписывает, говорит, буду я это делать. После этого нужно еще 2 года только на то, чтобы заказать оборудование, что-то вообще сделать. Потому что в горах можно работать только с апреля по октябрь. Технику горную в магазине не продают. Ее надо заказывать конкретную. Это 6-10 месяцев. Срок изготовления с доставкой и со всем прочим. То есть это все очень длинные вещи. Один раз стоит испортить отношения с иностранными инвесторами в этой области, особенно там, где у нас нет собственного опыта. И потом можно 5-6 лет забыть вообще о каких-то инвестициях, потому что они пока вернутся, это вот разгонный период очень длинный. Алмаз, я знаю, что вы работали в команде первого президента суверенного Кыргызстана Аскара Акаева. Вот было 4 президента уже суверенного Кыргызстана за эти годы. Вот на каком фоне вы бы нарисовали портрет каждого из них? Акаев, Бакиев, Атамбаев. Я ближе всех знаю Розу Атунбаеву, потому что она была первым послом, а я был ее первым замом вообще. И мы вместе там недолго, правда, поработали, ее потом вернули назад министром, я остался один там. Ну, Акаев для меня 2 Акаевых. До 97-го года Акаев, и Акаев 97, и вот до того момента, когда его ушли. Первая половина его срока – это просто фантастично. То есть тогда он создал свободную экономику. Вот почему сейчас, несмотря на то, что 2 революции, это очень тяжело для страны пережить, когда насильно свергают власть. Экономика падала. Но ничего страшного не произошло, потому что экономика в Киргизии не зависит вообще никак от правительства. Люди знают, что у государства денег нет и ничего от нее не ждут вообще. Они не говорят, только вы нам не мешайте. И вот этот двигатель рыночной экономики на 2-й день после революции по улице такси бегает, хлеб пекут, никто даже не переживает, что там что-то правительство свергли, президента выгнали и так далее. Но вот вторая часть президентства Акаева, ну, понятно, уже история ответила на вопрос, что была не очень удачной и кончилась довольно печально. Изгнание, фактически. Да. Ошибок там много было, не мне судить, поэтому я бы вот так на фоне заката нарисовал, и рассвет, и закат. Бакиев, ну, я не буду особо распространяться, я отрицательно отношусь к этому персонажу, в общем-то. Атунбаева была чуть-чуть там переходный период между революцией и Атамбаевым. К Атамбаеву я отношусь очень положительно. В принципе, он и конституция вот эта парламентская довольно интересная. И, в общем-то, он показал, хотя ему тяжело за это время, и он, в общем-то, президент, на самом деле, совсем не очень сильный, он не очень много может. У него там по конституции армия, иностранные дела, координация. Встреча с Путиным. 70% власти по нынешней конституции в Киргизии у премьер-министра. Ну, понятно. А премьер-министр, в свою очередь, очень сильно зависит от парламента, потому что премьеры избирают в результате сложной борьбы партии, которые прошли в парламент. То есть, поэтому там никто теперь не хозяин. И я одно могу сказать, что в Киргизии точно больше революции не будет, потому что революцию не знаешь, против кого делать. Потому что нет одного центра. Если, допустим, Бакиев, вот его все не любили, и все шли против него, то сейчас, если мне не нравятся тарифы на электроэнергию, я против кого должен пойти вообще? То ли пойти своей партии, там, кому-нибудь по шапке настучать,
то ли пойти примеру покричать, а он скажет, ну что я могу сделать, тут партия у меня за моей спиной. В общем, такая сложная система, которая еще не очень хорошо работает, но интересная. Алмаз, спасибо большое за ваши ответы на наши вопросы. Дорогие телезрители, я напоминаю, что моим собеседником был экономист Алмаз Чукин, который уверен, что капитализм – это то, чем занимаются люди, если их оставить в покое. Спасибо. К юбилею Победы очередной телеочерк Динары Ермурат о ветеранах. «Война, любовь и голуби» Александра Егоровича Колесникова. Александр Егорович в своем дворе знаком со всеми, даже с местными голубями, которых он часто подкармливает. Так что они уже меня знают, кормлю, подкармливаю. Но это же тоже живые существа. Аллах-то дал животных всех для человека, но сейчас некоторые люди озверевшие. Все им мешает. Голубь мешает, птичка мешает. Какая-то кошечка появилась, тоже мешает. Кроме того, под своими окнами ветеран посадил деревья и дал им имена своих товарищей, погибших на войне. Эти вот 2 дерева я посадил именем своих друзей фронтовых, которые погибли. А вот это одно дерево каштан я назвал Кабыш Тахтаров, Истурган Туленов, Саша Рогов, Лихачев Коля. И вот много деревьев, когда эту дорогу делали, уничтожили. Сейчас я посадил сирень там, посадил цветы. Была медсестра Нина Попова, там медсестра Галя. Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Также Александр Егорович сделал во дворе лавочку, а на деревьях соорудил кормушки, в которых всегда найдутся угощения для птиц. Кстати, последние с ветераном очень дружны. Тебя обижают там, на, кушай. Вот он больной, тут около меня так отирается. Ну, куда деваться? А это специально для синичек. Александру Колесникову 92 года. На момент начала войны он только достиг совершеннолетия. С того дня утекло воды немало, но воспоминания ветерана все еще свежи. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В воскресенье, 22 июня, по улице скачет на лошади пожарный. Пожарная команда у нас была в деревне. Кричит: война, 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 война. И вот мы, дети, собрались, а уже в колхозах, с бригад, собрали всех военнообязанных в сельсовете, подогнали 2 машины, полуторку и ЗИС, в то время других машин не было, и всех мужчин трудоспособных увезли 50 километров в районный центр. Как в свое время писала Юлия Друнина: кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. С этим невозможно не согласиться тем, кто стал свидетелем тех страшных событий. Кто-то говорит, что ой, не боятся, ничего подобного. Страшно было. И вот от этого страха и от ненависти наша молодежь, видать, поэтому и храброй-то была. Но кроме страха и ненависти, на войне были и приятные моменты. Например, песенные экспромты, посвященные сослуживицам. Я вас люблю, я создарю, милое созидание. И букет цветов, и котелок бруснички,
это подарок от меня, миленькой сестрички. Слушая ветерана, остается только удивляться. У человека, прожившего почти целый век, феноменальная память, здравое мышление, открытый нрав и старое доброе благородство. Одним словом, то, чего недостает большинству представителей сегодняшнего поколения. И становится понятно, благодаря кому и чему была одержана победа 70-летней давности. Динара Ермурат, Серик Каражобаев, Ахбутан Усибекова, Казахньюс неделя. Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер, музыкант, соорудивший из души твоей костер. А душа уже-то точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и праведнее она. Это была программа «Казахньюс неделя». В студии работал Асылбек Абдулов. Всего вам доброго и до новых встреч. Единственный свой путь. Вдохну зеленую траву, я взгляну на небо и пойму все, что нужно мне в тумане дня. Дойти до неба не спеша.